вельмі рада, што мы нарэшце сабрались тут, і увогуле гэта такое абсолютно, хоть традыцыйнае мерапрыемства, это летняя школа, яна ўжо пятая, такі, фактычна, можа, найбольш старая з наших таких фарматаў і можа найбольш прыемная. Ось, але першы раз у нас гэта ў такім напаўтурыстычна-хутарскім варыянце, і я спадзяюся, што гэта будзе толькі на карысць нам. Я вельмі рада вас бачыць. Я трошки скажу, можа, пра саму тэму летніка і пра тое, як мы будзем працаваць. Тэма летніка вы бачылі, такая, як заўсёды прысвечана універсітэту, як заўсёды шмат чаго ў ёй напісана, ідэя, тэхналогіі і супольнасць, пошукі сучаснага універсітэта. Я думаю, што большасць з вас, паколькі была ўключана ў дзейнасць Някучага, ведае, разумее, што ў гэтым годзе мы сустракаліся з некалькімі такімі пытаннямі, праблемамі, тэмамі, увесь год з імі працавалі. Першая з іх, гэта, можа, не тэма, нават, а сітуацыя, якая, як мне падаецца, вельмі нас штурхае наперад, патрабуе ад нас чагосьці. Гэта такая сітуацыя вельмі добрай канкурэнцыі і абвастрэння пытанняў пра ідэю універсітэта, бо на пачатку гэтага года, як бы у нас так больш значна аднавіўся калегіум, з'явіўся клаб, і пытанне, то бок гэта ініцыятывы, якія працуюць з адукацыяй, кшталту універсітэцкай адукацыі, ідэі універсітэта, і гэта патрабуе ад нас таксама больш шчыльнага разумення, а што мы ёсць, чым мы адрозныя, у чым наш сэнс, і я думаю, што гэта вельмі такая стымулюючая сітуацыя. І, в прынцыпе, мы да гэтага пытання звярталіся, да ідэі універсітэта, да таго, чым нам быць тут і зараз. І гэта такі першы пункт. Другі, гэта тое, што ў гэтым годзе мы, можа, найбольш шчыльна, чым раней, ва універсітэцкім семінары, праектнай сесіі працавалі над пытаннем зместу адукацыі. Раней у нас былі розныя праблемы пра супольнасць, пра этнас, пра ідэю універсітэта, а тут якраз адукацыя, змест адукацыі, і нават у гэтым накірунку мы вырашылі змяніць фармат ввогуле працы лятучага, змяніць яго ў бок надання такога асобнага яшчэ асобнай часткі, якая будзе больш шчыльна усталёўваць стасункі паміж выкладчыкамі і студэнтамі. І мы гэтага трошки каснемся на гэтай летняй сесіі. Ну і апошняя гэта тэма канферэнцыі, тэма, якая лунае. Канферэнцыя, якая у нас была узімку, гэта тэма «Свой час». Гэта тэма і адчуванне таго, што гэта наш час, у які мы павінны неяк спраўдзіцца. Быць сабой, разумець сябе і штосьці думаць Беларусі, рабіць Беларусь сваёй. Вось я спадзяюся, што ўсё гэта будзе прысутнічаць на летніку. Як заўсёды, у нас ёсць некалькі фарматаў. Першы – гэта кожны дзень, зараз і потым з раніцы у нас такія пленарныя паседжанні. То бок, гэта такія больш-менш доўгія выступы ці дыскусіі, якія прысвечаны менавіта тэме. Ідэя, тэхналогія, супольнасць. Гэта на пачатку будзе Владимир Мацкевич, заўтра гэта будзе дыскусія з арганізаванай Тацянай Шчыцовай, па яе ідэі прапаную, зараз на да вас долучыцца таксама. І яшчэ адзін дзень гэта будзе прапанова маёй дыскусіі таксама пра тэхналогію адукацыйную. Далей у нас ўжо звычайны такі фармат, гэта адкрытыя кафедры. Як вы ведаеце, кожны меў магчымасць штосьці прапанаваць. І вы бачыце, што яны, можа, трошкі больш кароткія, але ў гэтым годзе яны не паралельныя. Раней у нас заўсёды былі паралельныя. Трэба было абіраць. Зараз не трэба абіраць, можна паслухаць усё і паўдзельнічаць ва ўсім. Прынамсі, я думаю, што мы паспеем усё так змясцілася. Сярод гэтых адкрытых кафедраў будзе заўтра, будзе такая частка, мы якраз будзем абмяркоўваць 3 такія школы ці прапановы гэтага новага фармату. Гэта Олег Дзярновіч будзе прапанаваць, это Змей Павлов будзе філасофскую школу прапанаваць, і мы з Владимиром Мацкевичем нашу метадолагічную. Метадолагічную будзем неяк абмяркоўваць. Зразумела, у нас ёсць
апошні і вельмі важны фармат, гэта вольны час і такі клубная асяродак. Мы гэтым разам адмыслова нічога не рабілі, нікога не запрашалі, но я думаю, што тут такое асяроддзе, што фортепіано у руки, гітара, я так разумею, таксама у нас ёсць, ну і магчымасці... Рояль в кустах. Рояль в кустах, так, ну, то бок я не думаю, что тут будут некие проблемы, тем больше, что у нас еще тут есть соседи прекрасные, ну, их так само можно долучить до нашей такой клубной просторы. Все инструкции вы отрымали, я так разумею. Я сподіваюся, что мы так по ходу будем еще, ну, не разуметь, что и як тут чим користатися, щось тут доробимо тут для наших потреб. Ну і доброї літньої школи. Дякую. Александр, и мы начинаем сразу, приходя в сознание, первый наш вебинар. Поскольку мы со временем, как вы уже поняли, немножко уже ошиблись, немножко сдвинули нашу программу, то сейчас мы будем жить по следующему расписанию в ближайшее время. Значит, с 14:30 до 16:30 у нас пленарное заседание, после этого час нам на обед, видимо, который будет с 16:30 до 17:30, и потом по расписанию открытой кафедры там все сдвигается ровно на час в итоге. Вот, так что ужин у нас будет 8 часов, что в принципе тоже достаточно не поздно. Я надеюсь, что мы, несмотря на голод, накопившийся, и то, что кухня у нас там где-то как раз вот там находится, она не будет нам сильно мешать, и мы сможем все-таки сосредоточиться пока на умственной пище. Первый доклад Владимира Маскевича «Адукація і практична філософія», руку одну зв'язці. Наскільки я зрозуміла з тезису, це не прив'язано із першої відкритої лекції, яку Владимир Владимирович читав на початку этого года про інтернет і адукацію, і такі впливи, і так само з теми про зміст адукації, яку ми насамрэч обмірковували цілий год на університетському семінарі, що Тетяна вже казала. Владимир Владимирович. Тут еще есть 2 места, и там еще можно съесть побольше зимой. Ну вот место точно есть. Сейчас вам не мешать. 3 дня. Нет, на это я пойти не могу, люди холодные, а люди так не держат. Давайте минут 40, а потом я начну подавать какие-нибудь знаки. Хорошо? Значит, анонс того, что я собирался обсуждать, в ваших программах есть. Я его повторять не буду, но некоторые вещи все-таки как для акцента надо обозначить. Вот про это самое динамичное время и финальное изменение. Дело в том, что... Я прошу прощения, я попросил в ящик учитывать розу ветров. Роза ветров. А то там ничего. Не-не-не, я думаю, что это просьба к Тех, кто палит. Я думаю, что это значит, что лучше Как курить я в перевел? углу, потому что дым идет Все больше не будет. А я вам какая штука. Роза ветров — это знание из средней школы, а оно, как правило, людям с высшим образованием недоступно. Особенно с литературным институтом. Зараз некоторые доносики отрывают. Переберемся как раз туды, как прозыщешь. Так вот, я бы хотел вот этот акцент и обозначить, да, зафиксировать про динамичные изменения и то, что консервативное сознание не успевает адаптироваться к этим изменениям. В этом смысле люди с большим опозданием осознают, что же, собственно, поменялось в их жизни. А если мы говорим не про сознание человеческое, а про знание и
смысле еще более консервативно. И пока не будет написано некое достаточное количество книг, там, статей, не пройдет куча обсуждений, круглых столов, там, симпозиумов и так далее, человечество или человеческие сообщества не осознают те наступившие изменения, в результате которых стоило бы или было бы необходимо изменить деятельность, поведение человеческое и так далее, переписать в конечном итоге какие-то книги, энциклопедии и так далее. При этом, что если инерция сознания может длиться, скажем, несколько лет, ну, иногда поколения, то инерция культуры еще большего времени требует, и иногда осознание изменений происходит там через столетия. Скажем, человечеству понадобилось 100-150 лет, чтобы осознать, что принесла миру французская революция. Много лет понадобилось грекам, чтобы понять то, что в Греции самой произошло в результате культурного переворота. Тысячелетия Европа осознавала ту инновацию или новшество, которое принесло в устоявшийся античный мир христианство. Поэтому рассчитывать на то, что наше поколение сможет или может сегодня и в своем сознании, и в своем культурном производстве рефлектировать, осознать вот эти вот бурные изменения, не приходится, по крайней мере. Но здесь, если бы дело касалось только сознания особой неприятности особых бы не было. Но дело в том, что пока длится это осознание, и в сфере сознания, и в сфере культурного знания, деятельность продолжается. Продолжается трансляция и реализация культурных норм, сформировавшихся веками, проверенных практикой, которая была, ну, и существовала до этих изменений. То есть я сейчас вот в этом коротеньком контексте фактически апеллирую к трехчастной сфере мира, которую сформулировал там Поппер и из которой исходил. То есть внешний мир, мир, который существует без нас, сам по себе. Есть мир сознания, то есть некий субъективный мир человека, сформировавшегося исторически в определенную эпоху. И есть третий мир, мир знания, или мир, который воспроизводится, реализуется независимо от сознания по внешних носителям типа книг, библиотек, энциклопедий и содержания транслируемого образования. И вот то, что я собираюсь обсуждать, оно касается не столько внешнего мира, который объективно существует, не мира сознания или человеческого восприятия и каких-то там априорных прилаганий, которые существуют в сознании, а вот этого культурного мирознания, который достаточно автономен и параллелен этим двум оставшимся мирам, но тем не менее находится с ними в очень каких-то сложных и тесных взаимоотношениях. И вот этот самый мир знания,
имеет непосредственное отношение к университету, образованию и ко всему тому, что там, одни поколения людей передают другим поколениям людей, формируя их определенным образом. И если мы начинаем как бы соотносить этот мир знания с тем, что сегодня практикуется или присутствует в деятельности, то мы не можем не обратить внимание и не можем игнорировать то обстоятельство, что все, что мы можем сегодня преподавать, все, чему мы можем сегодня учить новое поколение, начиная вот от этих детей, которые там еще разговаривать не умеют, и заканчивая, собственно, студентами, которые родились в эту эпоху кардинальных перемен, все это накоплено в том состоянии мира, который пребывал вот до этих наступивших изменений. Интернет для меня в этом месте является всего лишь маркером этих изменений, потому что на самом деле помимо интернета существует еще огромное количество факторов, которые привели к этому изменению, и если нужно, или там будут по этому поводу вопросы, то на какие-то из этих факторов можно указать. Во всяком случае, еще до эпохи интернета, начиная где-то с 50-х, 60-х годов, в интеллектуальной части человеческих сообществ, зародилось беспокойство по поводу увеличения количества знаний, там, геометрической прогрессии. И эти знания, которые вот постоянно растут, постоянно увеличиваются, приводят к тому, что все сложнее и сложнее эти знания становятся, и все труднее стать специалистом, или труднее стать знатоком в какой-то области знания в силу их сложности. А поскольку вот эти вот трудности освоения какой-то области знания таковы, что на их освоение требуется много лет и усилий, то это вторичным образом или косвенным образом приводит к непониманию или дистанцированию друг от друга специалистов в тех или иных дисциплинах, в тех или иных областях. И еще в 70-е годы те, кто рефлектировал состояние тогдашней науки, говорили такими метафорами, что два ученых, работающих в соседних кабинетах, оказывается, в одной и той же науке, оказываются неспособными понимать друг друга. Они начинают разговаривать на каких-то очень специфических языках, и поэтому, несмотря на то, что они являются обладателями ученых степеней одинаковых, доктор химии, философии, физики, математики и так далее, тем не менее, их узкая специализация делает их непрозрачными, не знакомыми с работами друг друга, и в этом смысле не дает возможности коммуницировать между собой. Интернет еще просто всего лишь, скажем, усугубил эту ситуацию, которая возникала и без него. Причем эта ситуация накапливалась на протяжении, наверное, 300 лет. Я вот сейчас воспользуюсь по этому поводу термином, который подбросил Коллинз для меня в социологии и философии. Когда он рассматривает возникновение новой европейской науки, науки нового времени, он называет эту науку наукой быстрых открытий. То есть он, не влезая в методологические споры о природе самой науки, как таковой, научного метода и так далее, рассматривает исключительно социологические аспекты, насколько это возможно в отрыве от методологических. Называет эпоху после Бекона, скажем, Декарта и Галилея, наукой быстрых открытий. Что означает для него этот термин? Этот термин означает, что
социальное устройство, объединяющее, задающее сообщество людей знания, оказывается совершенно не таким, как это было в предшествующей эпохе. И поэтому, несмотря на то, что эмпирические знания или опора на эмпирические знания была характерна для целого ряда естественных испытателей, или философов, или там, людей знания еще в Древней Греции, там, на Арабском Востоке, или многочисленные эмпирические наблюдения, которые были достигнуты в Вавилоне, в Древнем Китае и так далее, они оставались по природе своей, ну, были по природе своего знания как такового, были похожи на знания естественных наук нового времени, но социальное устройство сообщества, которое имело тело, имело отношение к этим знаниям, было таково, что эти знания не превращались в машинку по производству других знаний, новых знаний. А вот в новое время в Европе возникло, то есть не столько как бы изменилась кардинальным образом сама методология получения знаний, сколько социальные отношения между людьми знаний позволили достигать согласия по поводу тех или иных новых знаний, скажем. Вот, наверное, там, каждый человек, интересовавшийся интеллектуальной историей человечества, знает про то, что коперникианская революция является очень таким странным событием историческим, потому что гелиоцентрическая система предлагалась еще там Эратосфеном за 2000 лет до Коперника. Ее разделяли целый ряд там греческих философов. И за пределами античного или христиано-германского там, или иудохристианского мира тоже были естествоиспытатели, которые приходили к идее гелиоцентрической системы. Тогда, а в чем же состояла, собственно, коперникианская революция, которая не сделала никаких открытий, то есть не привнес чего-то такого кардинального нового в наше знание об астрономии, о нашем знании человечества об астрономии или об устройстве вот, мира за пределами нашей планеты, нашей обыденности. И здесь приходится признать две вещи. С одной стороны, Коперник воспользовался не столько непосредственно эмпирическими наблюдениями, то есть у него еще не было телескопа, который потом стал эксплуатировать Галилей в своих наблюдениях и позднейшие астрономы. Он приходит к гелиоцентрической системе, собственно, на основе математических выкладок каких-то. Причем не расчетов математических, как это было, например, в ситуации с Кеплером или Тихо Брагой там, и так далее, которые пытались оптимизировать там, теорию циклов Птолемея и приспособить астрономические вычисления для практических нужд, ну, для плавания там, или еще. Собственно, Коперник, математика Коперника – это аксиоматическая или математика рассуждений. Поэтому это скорее логика, чем математика, но тем не менее. Вот он приходит к своей гелиоцентрической системе вот таким образом, да, скажем, работая с идеальным планом, а не эмпирикой. Это только одна часть и далеко не самая принципиальная в той революции, которую осуществляет Коперник. Вторая часть состоит в том, что к этому времени в Европе после долгого периода схоластических дискуссий, схоластических споров, люди знания, или ученые, или философы научились приходить к согласию, достигать согласия по поводу, скажем, нового вброса, нового предложения
сделанного там либо индивидуально, либо какой-то группой ученых, и достигнув согласия, они больше не дискутировали эту тему. То есть они больше ее не проблематизировали, а на основе достигнутого согласия выходили на какие-то другие проблемы и задачи, которые становились центром притяжения их внимания и их усилий. И вот эта вот способность европейских философов и ученых в бурных дискуссиях, в бурных спорах приходить к согласию по поводу каких-то тем, каких-то проблем, каких-то знаний, и потом не возвращаться к ним снова, а открывать для себя новые области приложения сил, и является отличительным признаком этой вот науки быстрых открытий. И если это происходит, возникновение такой вот социальной структуры, социальной машинки по производству новых знаний и новых открытий в XVII веке, то постепенно, набирая ускорение, вот эта вот машина, социальное устройство производства новых знаний, быстрых открытий, набрало такой темп к концу XX века, что сейчас стало просто невозможно отследить все вот эти вот открытия, которые этой машиной делаются и производятся. Мы имеем, грубо, с метафорой из экономики, мы имеем дело с перепроизводством новых знаний, с перепроизводством новых открытий. При всем при том, что это перепроизводство осуществляется именно машинообразным способом. Если кто-то из вас имеет опыт работы философской, эпистемологической или методологической работы с научными коллективами, которые пекут новые знания, как там блины на лопате сегодня, то вы, наверное, узнаете в том, что я вот сейчас про это скажу, вот свою непосредственную практику или свое непосредственное столкновение с этими учеными. Эти ученые производят знания, не понимая того, как они это делают. То есть совершенно не зная основ методологии, эпистемологии науки. Они работают именно машинообразным образом. И это значит, что производя такие знания в деятельностной социальной машинке, они не являются сами соразмерными этим новым знаниям, новым открытиям, которые они производят. Производят знания уже не ученые как таковые, а вот эти вот социальные машины по производству этого знания. Что это означает опять же? Это означает, или это можно попытаться сформулировать, опять же, в экономических или марксистских терминах, когда Маркс обсуждал большие деятельностные системы с организацией людей в деятельностные машины, он обсуждал формации производства, да, начиная от ремесленного производства через мануфактуры, фабрикам и современным способом соорганизации людей в производственные машины. Он говорил о том, что с усложнением и повышением эффективности вот этих социально-деятельностных машин, собственно, производственных машин, люди, участвующие в этих машинах, более и более отчуждаются как от самой деятельности, так и от результатов своей деятельности. И если в марксизме это в основном касалось тех социальных явлений, которые на тот момент были известны, например, классов, да, пролетариата, буржуазии и так далее. Ведь вот это вот марксовское отчуждение, оно касается не только пролетариата, который утрачивает фактическую связь с самим процессом производства, но оно касается точно так же и самой буржуазии, которая вроде бы является в том смысле высшим классом над пролетариатом и должна была бы отвечать за процесс соорганизации производственных каких-то других процессов и всех этих элементов машин. Но к XIX веку становится понятно уже, что владельцы, собственно,
хозяева бизнеса, производства, фабрик, заводов, газет, пароходов не способны удерживать целое вот этих вот производственных комплексов, производственных машин. Над этими производственными машинами начинают надстраиваться еще какие-то машины дополнительные, их деятельность над деятельностью, и сами становятся машинообразными, и уже высший менеджмент, топ-менеджмент, ведущие политики, государственные деятели тоже теряют связь с самим процессом производства или организации и с результатами этого производства. В меньшей степени в XIX веке это касалось интеллектуального производства или науки. А вот в XX веке, особенно сейчас, это тенденция к отчуждению человека от процесса и результатов деятельности достигла и интеллектуального производства, и в результате мы просто потеряли, скажем так, такое социальное явление, с которым привыкли иметь дело в образовании, как интеллигенция, интеллектуалы, ученые, сообщество ученых, там, философов и так далее, и так далее. Мы имеем дело с чем-то, вот опять же, я чужой метафорой в этом смысле воспользуюсь, с чем-то вроде когнитариата, то есть пролетаризации людей, занимающихся производством знаний. И когда мы вот к этому ко всему приходим, то тогда снова, возвращаясь к образованию, мы должны рассмотреть, а что же происходило вот параллельно с деятельностными процессами в производстве, материальном производстве, в первую очередь, а потом и в интеллектуальном производстве, что же в это время происходит с образованием. И если, скажем, греческие философы или греческие люди знания могли позволить себе собирать личные библиотеки, концентрирующие в себе все наличное знание человечества, доступное им на тот момент. И если они на этом сосредотачивались, на изучении или освоении знаний, собранного в материальных носителях, они могли стать соразмерными этому знанию. Так продолжалось от древних греческих времен вплоть до эпохи Возрождения или эпохи гуманизма, где идеалом гуманистов был человек, владеющий, ну, опять же, чужой метафорой. Для этого этапа я воспользуюсь поздней марксистской метафорой, которая утверждала о том, что коммунистом можно стать, только освоив весь багаж знаний, накопленных человечеством. Так вот, идеалом человека эпохи гуманизма был человек, который мог себе это позволить. Конечно, он должен был при этом соответствовать еще целому ряду качеств, то есть помимо соображалки, там, ума, IQ и так далее, он должен был быть абсолютно свободен от необходимости зарабатывать себе на хлеб, заниматься какими-нибудь другими вещами там, и так далее, типа вот наших хозяев, там, строением дачи, самому копать землю там, и так далее. То есть землю попашет, там, попишет философскую концепцию. Это могли позволить себе люди, не озабоченные, совершенно не озабоченные так называемым, опять не очень правильно, но приходится это использовать метафорически, практическими заботами. Но это была последняя такая возможность, наверное, была где-нибудь в 15, максимум в 16 веке. Начиная с 17 века, начиная с того времени, когда возникает эпоха, или появляется наука быстрых открытий, вот этот идеал становится совершенно недостижимым. Правда, по инерции сознания и по инерции идеалов, транслируемых в культуре, этот идеал человека-энциклопедиста, человека-гуманиста, то есть фактически соразмерного всей имеющейся культуре, он продолжал существовать, и им продолжали руководствоваться люди еще там, 2 столетия, если не больше.
последний писк, наверное, попыток реализации такого идеала можно отнести к эпохе уже просвещения, когда энциклопедисты пытались, в общем, каким-то образом строить синтез знания на основе обобщений, пусть не углубляясь во все, что человечество накопило, но хотя бы на самом принципиальном знании делать людей соразмерными этому знанию. Ну и совсем уже последняя попытка, после которой, кажется, никто больше этого не предпринимал, это была попытка Гегеля построить систему наук, систему философии, которая объемлила бы все наличное знание, и начиная с которой можно было бы, наверное, уже жить в каком-то новом историческом времени. Не случайно все концепты или идеи конца истории, они так или иначе апеллируют к Гегелю, к обстоятельствам гегелевской жизни и гегелевского поведения, в котором рождалась эта безумная идея построения целостной системы философии и так далее. Потому что там на вот этой неудачной гегелевской попытке происходит именно то, что там Шекспир называл распадением связи времен. Распадением связи времен не в объективном мире, а вот в этих двух других попперовских мирах, то есть в мире знания и в мире сознания, в мире субъективной реальности. Соответственно, то, что потом, и до того, и потом сосредотачивалось в представлениях о сознании как о возможности включения впускания в себя объективного мира, и в этом смысле за счет своей темпорально и хронотопной инаковости сознание может быть соразмерно, считалось, по крайней мере, может быть соразмерно объективному миру, существующему вне сознания, и всей совокупности знаний, накопленных человечеством, которая может умещаться в Александрийской библиотеке, или в музеуме, или в энциклопедии и так далее. Вот распадается вот эта возможность. Распадается возможность задать целостность, такую же целостность, которую мы предполагаем в объективном мире, или комплексность, то есть не целостность, но комплексность, которую мы предполагаем в объективном мире, являющимся предметами, содержанием Naturwissenschaft, естественных наук, сciences как таковых, и миров сознания и миров, собственно, культурного знания. Начинается фрагментация вот этих двух миров, фрагментация, при которой, скажем, мы наблюдаем несовместимость отдельных типов сознаний или тех сгустков или контаминаций культурного знания, которое может быть положено в основу вот этой вот специфической деятельности, которую мы наблюдаем в образовании, то есть трансляции знаний и реализации их. Вот эта вот фрагментарность, фрагментализация порождает какие-то очень странные явления, не онтологически несовместимые. Ну, например, некоторыми философами, методологами, в частности, Генесарецкий сейчас пользуется таким странным термином глобализация. С одной стороны, он рассматривает процессы глобализации, информатизации, вот то, о чем я говорил, говоря о этих кардинальных изменениях, которые мы не можем освоить. И все это можно, если одними именем называть, некоторое время назад, скажем, опять же, где-то 70-е, 80-е годы, это называлось термином
где стираются различия между отдельными культурами, где стираются различия между разными типами сознания, которые существуют в человечестве с давних времен. И так далее происходит такое усреднение, массовизация всего этого. С одной стороны, с другой стороны, жизнь перемещается из глобальных процессов, или вот из процессов, которые когда-то охватывали весь мир. И тут надо сделать оговорку, что значит охватывали весь мир. Вот та же наука, да? Та же наука, которая возникала или становилась в 17 веке, она делалась очень небольшим сообществом людей, включающих в себя, там, скажем, несколько сотен активно работающих естествоиспытателей, философов, математиков, частично художников, которые эволюционировали в эту сторону. Эти сотни людей, в общем-то, понимали свое место в истории, в мире, как такой передовой отряд человечества. И они, в общем, работали на человечество. Поэтому среди них были распространены идеалы космополитизма, религиозной толерантности. Они пытались встать выше всех тех противоречий, конфликтов, которые на более узких пространствах, да, заставляли людей воевать, враждовать и так далее. Религиозные войны, или там споры номиналистов и реалистов, или еще что-нибудь такое. Они пытались выйти на уровень снятия этих проблем и мыслить в таких категориях, которые делали их представителями всего мира. То вот этот опять же, если продолжать вот этот идеал людей, работающих на передовом крае мысли, начиная с 17 века и до 20 века, приводил бы, наверное, к тому, чтобы мы должны были бы радоваться глобализации. Радоваться глобализации, но когда мы столкнулись или осознали этот процесс глобализации, наблюдая то, что происходит в этом мире, даже не исследуя, а просто наблюдая, мы обнаруживаем, что на самом деле мысль, мышление, деятельность, да и поведение людей, самоопределение людей уходит от этой глобализации и перемещается на более узкие участки. Философы, ученые и так далее сосредотачиваются на локальных проблемах. И происходит одновременно с глобализацией, разворачивается противоположный глобализации процесс регионализации. Регионализации для локализации самоопределения и самопонимания, самоощущения людей. И вот именно попытка совместить эти два взаимопротивоположных процесса и рождает вот такой термин, как локализация. То есть одновременная глобализация и локализация. Что это означает вообще, опять же, для трансляции знаний? Можем ли мы сегодня говорить так, как говорили, скажем, учителя, преподаватели в университетах, школах 19-го и на протяжении всего 20 века? Что то, чему мы вас учим, детки, является результатом достижения консенсуса в этой сфере деятельности, которая является наука быстрых открытий. То есть мы имеем проблемы, по поводу которых ведущие умы человечества дискутируют. Нет, никто не заметил ни разу. Человек обошел Вот я Подожди, пока Веля не сядет. в основании аксиологии содержания образования в школах и университетах 19 и 20 века лежала убежденность в том, что то, что преподается в школах, является результатом консенсуса ведущих умов человечества по поводу каких-то проблемных вещей, которые
уже сняты, да, которые, консенсус по которым может характеризовать это содержание образования как объективное и истинное. Одновременно с... Наша школа. Ну, конечно. Если в 19-20 веке это было оправдано в какой-то момент, да, то начиная с какого-то момента это начало подвергаться сомнению. Но это сомнение было не страшным для образования до тех пор, пока образование как бы реализовывало, помимо вот этой вот установки, ценностной установки, что мы вам преподаем, детки, объективное знание о мире, так как оно есть на самом деле. Мы не дурим вам голову религиозными забабонами, мы не рассказываем вам мифы, это вы можете читать в художественной литературе и относиться к этому. Мы вам рассказываем объективное знание. Помимо этого, одновременно с этим, то есть каждый педагог реализовал другую установку, не противоречащую, а полностью совместимую с этой первой. Что? И мы вас еще учим мышлению. Да? То есть мы вас учим тому, чтобы самим участвовать в дискуссиях по поводу актуальных проблем, которыми заняты лучшие умы человечества, и тем самым участвовать в достижении консенсуса по поводу этих вещей. И вот эти две установки, что мы учим объективному знанию тому, как оно есть на самом деле, и учим вас участвовать в получении и достижении консенсуса по поводу того, что еще не стало объективным знанием, то есть участвовать в проблематизации такой длящейся, этого было достаточно для того, чтобы учителя чувствовали себя комфортно вот в этом фрагментирующемся, да, рассыпающемся на узкие специализации мире. Но как только, вот первые, как бы уже, первые ласточки по поводу того, что это, в общем, нереализуемые установки, наверное, относятся к научной революции начала 20 века в физике. А осознание этого приходит, ну, уже с работами Куна, который попытался осмыслить это, скажем, через 2-3 десятка лет после того, как эта научная революция произошла. В куновской теории, или там научных революциях, Куна, как бы, да, там проходит одна такая простенькая мысль, с которой все знакомы, ну, в общем, не придают ей какого-то глобального онтологического значения. А эта мысль состоит в том, что носители старой научной парадигмы не переубеждаются в дискуссиях, не переубеждаются и не переучиваются на новую парадигму. А эта парадигма умирает вместе с ее носителями. То есть, скажем, ньютоновская физика, которой продолжали учить вплоть до 50-х годов. Во всех школах и вузах по всему миру. И в американских, и в английских, и в датских, и в советских, и так далее. Да? Как эксклюзивно. Что? Это говорит, что ей сейчас учат. Ну так, конечно, сейчас учат в том числе и, и платоновским представлениям, и каким-то знаниям, идущим от Аристотеля и так далее. Но это учат... Одна глава про Эйнштейна у нас в учебнике физики была за историю изучения физики. Ну, это можно обсуждать, но на самом деле, начиная с 50-х годов, это не совсем так. То есть там уже релятивистские представления, да, они повлияли на форму преподаваемого знания из областей физики, по которым был достигнут консенсус на уровне ньютоновской физики. Да? Не только Эйнштейн, квантовый. Ну да, да. Вот. И поэтому там как бы это обучение сопровождается в том числе вкраплениями основных принципов, постулатов, теории относительности, квантовой механики и так далее. Но это как бы локальный, специфический случай. Здесь важно для меня вот это вот обстоятельство, что если Кун, не дай Бог, прав, а судя по всему он очень прав, то что означает то, что старая научная парадигма, или предшествующая научная парадигма, не отменяется в научном сообществе и особенно в образовании, а умирает вместе с носителями этой парадигмы. Это означает, что наука
утратила свою способность достигать консенсуса по поводу каких-то знаний, каких-то проблем. Это означает, что консенсус больше невозможен. Если какая-то наука, так же как физика начала 20 века, переживает столь же кардинальную научную революцию, то дальше утверждение нового знания происходит только после вымирания носителей старого знания. Он говорит, что всегда было. И пример Тихобаги тому свидетельство. Он до последнего... Нет, подожди. Возможно, да? Тогда здесь имеет значение этот вот градиент изменений. Да? Если это происходит, изменения происходят, научные достижения там, или изменения в мире благодаря воплощению научных достижений, научных открытий в технике, в практике и так далее, если это происходит медленно, как это было вот в период медленного ускорения, там, начиная с 17 века, когда в принципе носители старой парадигмы могли спокойно дожить свой век, да, а ученики параллельно с освоением того, чему их учат вот эти вот носители старой парадигмы, да, тайком или открыто почитывали новые книжки, да, и тем самым набирались нового знания не от них. Теперь не успеешь умереть. Быстро будем отстреливать. Да. То начиная с 20 века, да, это становится уже, так скажем, малотерпимо. То есть скорость ускорений такова, что техника, практика требует реализации новой парадигмы, а образование, научение происходит в старой парадигме. В результате огромные массы людей оказываются недееспособными в социально-деятельностных машинах нового века. Самых разных смыслов. Например, самый простой смысл – это существование огромного количества нахлебников в развитых странах. В развитых странах производительность труда и участие людей в машинах с высокой, социально-деятельностных структурах с высокой производительностью труда делает, производство настолько эффективным, что огромные массы людей могут не участвовать в этом производстве, да, и не находят себе применения. И тогда их перемещают либо в сферу досуга, либо они становятся такими изгоями, которые живут на пособие и воспроизводятся поколениями уже. Ничего нового, я жил так же. Не знаю, ничего нового. Для меня это представляется крайне новым и крайне опасным явлением. Теперь, если если это понятно, я зафиксировал это, как вы к этому относитесь, это уже ваше дело. Видите вы в этом новое или не видите, а я тогда перейду к другому кусочку, иначе я ничего не успею. Первый час нашего семинара прошел, у нас остался еще час. Это ваш семинар, вы же дело в этом успели. Да, сейчас. Одну вещь я еще не сказал. Она, опять же, имеет отношение непосредственно к образованию. Дело в том, что существует, или в отношении людей, занятых в этой деятельности образования, есть представление, существует такое отношение, что учебное содержание и научное содержание, не только научное, любое дисциплинарное содержание, достаточно сильно отличаются друг от друга. Если ученый решает какие-то нерешенные еще человечеством задачи, то учащиеся учатся на задачах уже решенных, да? И поэтому они могут сравнивать свои варианты решений с правильными ответами. Если огрубить. Да? И как бы там ни было устроено инноваторски, консервативно, традиционное образование, это всегда было таким образом построено. То есть люди, занимающиеся развитием науки, двигающие науку вперед, занимаются одними проблемами,
те, кто учится и должен приходить им на смену, они решают задачки, уже решенные этими людьми, и в этом смысле имеющими эпистемологически совсем другой статус. Но если учебное содержание и научное содержание, знания отличаются между собой, то должна быть какая-то специфическая деятельность по приведению научного содержания к учебному. Причем можно упрощать эту специфическую деятельность по приведению научного содержания к учебному, например, как редукцию, да? Упрощение для чайников того, что делают современные ученые. Ну и такая штука вполне возможна, по крайней мере, она может быть наблюдаема в такой специфической деятельности, как популяризация науки. Да? Если же мы говорим о качественном, на каждом историческом этапе современном образовании, то там редукция является плохим способом приведения в соответствие научного содержания и учебного содержания. Там должны быть какие-то очень специальные работы по этому согласованию. Кто и как занимался кто решал, собственно, эту задачу по созданию учебного содержания, соответствующего или согласованного с научным содержанием. И я не побоюсь здесь выдвинуть предположение, что этим всегда и повсюду занимались философы. Это была вторая, генеральная, качественно, сущностно важнейшая задача философии, то есть не только мыслить на границе знаемого и незнаемого, расширять горизонты знаний, мышления и так далее, но и обеспечивать образование этими порожденными новыми эпистемическими конструкциями. То есть из научного знания или знания философов создавать учебное содержание. Иногда эта философская работа принимала какие-то профессиональные формы. Поэтому, скажем, со времен Яна Амоса Каменского существует особая такая деятельность, которая называется дидактика. Дидактика как деятельность по построению учебного содержания, внедряемого в образование. Но здесь дидактики недостаточно, потому что как только мы углубляемся в представления эпистемические, гнофилогические представления о том мире знаний, но мы там сталкиваемся со следующим. Сосуществование в мире знания, знание, по которому достигнут консенсус в науке быстрых открытий, и всего остального знания, по отношению к которому достигнут консенсус других социальных сообществ, других социальных групп. Ну, например, любое эзотерическое учение, будь то гностики, будь то, не знаю, суфии, или еще кто-нибудь, оно ведь тоже существует, или в нем можно наблюдать консенсус по поводу некоторого знания. Это знание не верифицируется и тем более не фальсифицируется научными методами, и оно, в общем, несовместимо с научным знанием или с тем знанием, на котором было построено образование, начиная с 18, 19, 20 века. Несовместимо в том смысле, что оно параллельно существует, и само по себе, если не герметично, то достаточно автономно в своей целостности и комплексности. И вот сейчас в современном мире накопилось достаточное количество таких знаний, которые существуют автономно, сами по себе устроены эти области знаний комплексно, системно и так далее. И по поводу каждого из этих комплексов знаний можно построить, наверное, свою специфическую систему образования. Например, чтобы выучить хорошего астролога, нужно в общем, сколько изо всех пор, изо всех щелей, изо всех розеток, будут лезть знания научные об астрономии,
научный подход там, как бы, и так далее, да, то каким образом можно научить астролога заниматься профессионально, качественно вот той работой, которую должен делать астролог? Его нужно научить относиться к научному знанию, которое, ну, собственно, несовместимо с астрологическим знанием. И этому отношению тоже учат соответствующих людей, и именно поэтому они легко обходятся с теми там, эмпирическими, логическими и прочими опровержениями астрологии, которые подрывают основу их практической деятельности, но тем не менее занимаются своим делом. То же самое относится к разного рода другим, не обязательно эзотерическим учениям и так далее. Вот, скажем, сколько не говорили про, скажем, опровержение религиозных взглядов на мир, сколько не работали над секуляризацией общества, государства, школы, там, отделения государства от церкви, школы от церкви там, и так далее, тем не менее, христианская теология, мусульманская теология, другие как бы, религиозные системы продолжают сосуществовать вместе с научным образованием, может быть, не в так хорошо институционализированных формах, как научное как бы, образование, но тем не менее они существуют. Значит, между этими замкнутыми автономными системами знаний существуют какие-то весьма специфические отношения, которые подлежат анализу, реконструкции, пониманию и учету при построении современного образования. Но как только мы начнем заниматься вот такого рода анализом, реконструкцией, пониманием этих всех вещей, нам придется проблематизировать многие вещи философии, эпистемологии, онтологии, методологии и так далее. Без этой работы невозможна та деятельность, о которой я чуть раньше говорил, по согласованию вот того типа знаний, которое можно сказать научное знание, научное содержание, да, и учебное содержание. То есть в сегодняшний день без как бы, проблематизации наших представлений об онтологии, гносеологии, эпистемологии и так далее невозможно построить деятельность дидактов, тех, кто формирует и отвечает за содержание образования. И вот когда мы сейчас этот как бы, тезис я закончил, можно было бы, наверное, его развернуть, но мне кажется, на уровне схватывания, достаточного для схватывания и дискуссии виде, я его представил. Так вот, сейчас мы имеем недоработанную, недоделанную, а в общем даже, может быть, местами и неосознанную философами задачу, которую они не выполняют. Без решения этой задачи мы не можем развернуть и организовать деятельность по согласованию философского научного знания о мире, о человеке, самом себе и о самом мире знаний, пригодного для превращения его в учебное содержание. Поэтому все страдания относительно деградации, упадка, кризиса современного образования на современном этапе, ну, или на современном виде существования философии и ее отдельных областей оказывается совершенно невозможным. А если мы еще вот это осознание вот этого обстоятельства совместим с тем, с чего я начинал, то есть с кардинального изменения информационного мира, да, и эпохи уже не просто быстрых открытий, да, а очень быстрых технологических изменений с там, поколениями техники, с технологическими укладами и так далее, то мы оказываемся в ситуации, ну, скажем так, вынужденного, объективно обоснованного, я бы сказал, упадка. Мы находимся на пороге темных веков. Мы можем сколько угодно переживать
относительно утраты связи человека с теми достижениями культуры, накопленными человечеством к 21 веку, и ничего не будем способны с этим сделать, если мы кардинальным образом не пересмотрим основания философствования и методологии. Примерно так же, как, скажем, интеллектуалы эпохи упадка Римской империи могли только переживать по поводу того, что они наблюдают, но не были в состоянии что бы то ни было по этому поводу предпринять. Конечно, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, как бы, да, но это блаженство, знаете, скорее отмазка поэтов, чем реальное блаженство. И вот сегодня мы находимся в такой ситуации. И в этой ситуации нам приходится, поскольку мы сами себя поставили в такую ситуацию, создавать летучий университет как поисковая деятельность по нащупыванию, открытию нового содержания образования. Внутри летучего университета мы пытаемся делать, вот, будем еще про это рассказывать, делать методологическую школу с еще большим как бы центрированием и заострением всей этой проблематики, при всем при том, что у нас нет первого, да, то есть мы не видим революции в области философии, которая предложила бы нам новые идеи в онтологии, эпистемологии, гносеологии. Соответственно, мы не имеем сегодня профессиональной деятельности современных дидактов, да, которые способны были бы перевести достижения современного мышления в учебное содержание. А значит, мы вроде бы не способны и построить университет, преодолевающий все те кризисы, про которые самые ленивые представители академического сообщества сегодня не говорят. И вот в этой ситуации невозможности решить задачу мы, собственно, и пребываем. И собственно, будем ее решать. Ну, на этом бы я прекратил свой поток. Спасибо, Владимирович. Принудительно, причем. Прекращать. Почему принуждение? Кто кого к чему принуждает в этом месте, скажи. Совесть. Воплощенная в модераторе. Ладно, давайте без политесов. Давайте по очереди. Андрей я видела, потом Игорь, Виолетта. Первая серія. Ще повертання до науки у гэтым разважанні, бо зразумела задача того, што ёсць сфера нейкіх перадавой вытворчасці, якой калісьці была навука, і трэба перавод працы і інструмент працы ў гэтай сферы у вучэбны змест. Гэты вучэбны змест застаўся, праблема перавода перакладу ў іншы змест, а чаму навука? Навука, смерць, якой дэкларавалі метадолагі яшчэ ў 80-е гады. Того, что, про что ты сам сказал, про то, что наука – это навуковая вытворчасць, что з'являецца пярэднім краем, про які трэба думаць про пераклад гэтага зместу ў вучэбны змест. Ясна задача для філосафаў, ясна адкуль класці, незразумела. І эта навука тут цалкам недарэчная. Наука як генералізаваная назва для ведаў, з гэтага трэцяга свету, для ведаў, конечно, яна не монополист. Наука не монополист у назапашванні гэтых ведаў для трэцяга свету, але ж менавіта наука задавала канфігурацыю сістэмы адукацыі и до сегодняшнего дня. В этом сенсе, скажем, наука – это тая приступка,
якая выводзіць нас на мяжу веды і невядомага, чым можа займацца ўжо філасофія, метадалогія і так далее, і так далее. Без навукі сёння мы не ўздольны выйсці на гэтую мяжу. Сама філасофія утрымоўвае ў сябе таксама шмат ведаў, але ж гэтыя веды ніколі не з'яўляюцца бесспрэчна неабходнымі для выкладання, для зместу адукацыі. Філасофія мае сваю сістэму ведаў, менавіта таму, што філасофія гэта не веды, а гэта спрэчка, мысленне, размова з нагоды таго, што мы не ведаем, выхад на гэтае невядомае, то філасофія не здольная карыстацца, уласна кажучы, назапашанымі філасофскімі ведамі. Гісторыя філасофіі так, а сама філасофія не. І каб філасофія магла рухацца далей, развівацца пэўным чынам, яна вымушана абапірацца на веды, адносна якіх існуе той самы кансэнсус, што вось гэта веды пра свет. Таму навука тут цалкам натуральна і лагічна з'яўляецца галоўным паставшчыком ведаў у змест адукацыі. Навуковая вытворчасць. Навуковая вытворчасць. Але ж тут трэба з улікам таго, што было усвядомлена. Не, пачакай. Тыя захады, якія рабілі метадолагі і філософы, пра смерць навукі, спыненне развіцця навукі як тыпу мыслення і так далей, яны нікуды не выкідваюцца. Я кажу зараз не пра мысленне, а пра веду. Веду, якая можа быць пакладзеная у бэкграунд, у падмурак зместу адукацыі. Бо мы можам вучыць таму, як пабудаваны веды, каляндар мая. Мы можам вучыць там вучэнню гностыкаў і так далей. Конечно. І больш за тое, зараз няма гэтага агульнага кансэнсусу наконт таго, што ёсць свет. Про это я сказал, что няма кансэнсусу нідзе за межамі навукі. Кансэнсус навукі няма. Нет, навука ёсць. Навука ёсць. І нікуди її не выкинеш. Нет. И консенсус есть. Я бы сказала так, что... Нема механизму досягнения консенсусу. Вот про что я сказал, про Куна, да? Куна относно попередних этапов развития науки. Консенсус есть. Механизмы досягнения консенсусу страчены. А откуда ты видишь, что консенсус есть? А? То есть, механизмов нема, а консенсус есть. Это трансцендентная иллюзия. Ну я понимаю. Только 3,5% людей, адпаведна псіхалагічным даследаванням, прытрымоўваюцца геацэнтрычнай канцэпцыі космосу. 3,5%. То бок, такія людзі ёсць, а астатнія 96,5% з'яўляюцца чальцамі таго кансэнсусу адносна гэтай веды, про якую мы кажем, ну свет сапраўды пабудаваны таким чынам. Правда гэта ці неправда, мне зараз не істотна. Социологическому исследованию в России 56% против знали, что Земля это А все остальные вокруг корабля, например. Я ж кажу про цивилизованные народы. Арабов, папуасов, не про Россию. Таня, у тебя какая-то реплика была? Мне здається, що у меня есть не отказ на питання Андрея, але то, що я розумію, так, що справді, наука сама по собі напрацавала механізм і інститут гэтага кансенсусу, так? І ён працуе, і там ёсць такая добрая машинка, якая гэты кансенсус, базуючыся на ідэі прагрэсу ісціны, так? І гэта працуе ў адукацыі, гэта убудавана ў адукацыю, потым пачынаецца наш перыяд, калі ўсе разумеюць, што гэта не так, кансенсус можа не дасягаецца, але іншай такой жа машынкі няма. І таму навука ўжо працуе такім чынам, але машынка па-астатняму працуе.
Може я намалюю эту самую Нет, табличку? Нет, ты просто Понятно, записываешь тогда в чем Не, изменения, нет, которые нужны, как бы, и в чем решение как бы, выхода из кризиса. Да, если мы продолжаем переводить в учебник, ставим задачу, перевода в учебное содержание, как бы, работы той же самой машины. Это не логично. Она Это запаздывает не проект. лет на Не ту же 50-100. машину. Ты же говоришь, что нужно не ту же машинку переводить. Надо выбросить сами. Да. Ну, давайте я... Мені, я прочитав Монтеня, але, напевно, це раніше у Римській було, знакоміте, нема попутного вітра у корабля, який не має місця причалу. Да? Як мені здається, зараз ситуація, корабель є, вітер є, дзьме то туди, а куди плисти? Ни наука не знает, ни человек не знает, ну и так далее. Ну что ты вот... на вулиці розкритикована, вже не працює, а все остальні... Ну, да не, ну працює, а для чего, куди? Ну, глядите, по своему сенсу Веда описывается, в меньшей мере у нас в методологии, схемой многих знаний. Ну, яким чином? Мы можем глядеть на объект, и там на то, что нас цікавить в якости кропки там, пункту Веды, да? Бо объект это уже науковая, з наукової методології річ, з різних боків, по-розному підходить, і тому ми маємо завсюди різні веди відносно одного і того ж. Да? Ну, далі, що ми робимо з цим? Ось далі з цим було два способи праці. Перший я позначу схоластичний. Але ж схоластика не в сенсі школярства, да? А як тип, вышейший тип философии. Что робится у такой ситуации у философии? Идея поглубления и удосконаления той проекции с объекта зацікавлености, про якую мы нечто ведаем, поглубление, удосконаление и вытворение певных теорий, концептов там, и так далее, все больше тонкими развлечениями, больше тонкими концептами, понятками и так далее. И врешті-решт это доходит до певной там концепции. Ну, например, там Дун Скотт, як это, доктор Субтилис, да, ну, уже настолько распрацованы, настолько тонкие вот эти речи, да, что яны фактично застаются вершинею вот распрацовки этой темы, этого подходу, да, и прикладно таким же чином там 10 Аквинат доходит до своих там развлечений. Да? И яны уже больше не сходятся, и поглубляться далей так само уже не варто. Можно выкладать або гэты шлях, або гэты шлях, да? И таким чином рассыпается философская супольность, им нема про что говорить, и они открывают инквизицию и начинают мочить просто друг друга, один одного. Ну, нормальный такой шлях. Вот это самое, наука быстрых открытий, и она працует зусім інакше. Значит, та самая ситуация, мы маем некалькі вариантов веды адносно одного и того ж моменту, на яким засяроджена наша увага. Але ж існує социальная машинка такая, якая вядзе до консенсусу в этих там, розных поглядах. Да? Або спыняецца на адным, або утвараецца нешта, ну, синтезис нейкі утвараецца. Да? І вся методологія і эпістемологія новага часу, да, яна удосканальвала менавіта гэтую машинку по верификации, там, фальсификации, откидыванию, там, утворению парадигмов там, и так далее, и так далее. Вот яны две такие речи працавали. И до сегодняшнего дня философия існує.
ризиковано это? И наука. Что написано? Что-что? Что философия існує, ризиковано. Ні, гэта ёсць так насамрэч. І ніяк іначе быць не можа. А вот как так было, ты бы не кричал. Конечно. Ну так а навошта казаць эту банальнасць? Ну, Валентин, ну сапраўды. Сапраўды рызыкоўна. А я нічога не говорю ніколі таго, што да, абсалютна вядома. Рызыкоўна. І я, напэўна, не горш за цябе ведаю, наколькі гэта, ну, скажем так, рызыкоўная. Вот не консенсус, как вы считаете, а вы зачем Але ж, я нічога ў гэтым сэнсе не бачу небяспечнага ў гэтай рызыкоўнасці, да? Бо існуе сёння вучэнне Гермеса Трисмегіста. Існуе кабалістыка, існуюць там той самы суфізм, містычныя вучэнні, Рерих там, і СМД методології і так далее. І гэта ўсё суіснуе, да? І мы можем это адносіць да філасофіі, можем не адносіць. Ну, напрыклад, як гэта самае, там містыкі, да? Яны там чураюцца філасофіі, напрыклад. СМД, да, кажам, не, мы таксама не філасофія, да, і так далее. І суіснуюць там самыя розныя вось гэтыя там плыні, кірункі і так далее. І паміж імі у філасофіі амаль няма камунікацыі. Можна спасылацца і казаць, вось гэты такі філосаф сказаў такую дурноту. Да? Ну і сказаў, я не кранаю, а я кажу, як вот правильно. Да. У навуцы так не было да пэўнага часу. Да? Дасягаўся пэўны кансенсус. Але ж з нагоды навуковых рэвалюцыяў ситуация изменилась и тут. И сегодня мы маем новую ситуацию. Ну, некая там ситуация Н, да? У якой? Як мне падаецца, і то, чым я скончыў, хацеў бы скончыць сённяшні выступ, да? Тут ёсць абавязак. І задача. Так. Тут ёсць абавязак падумаць пра гэта. Падумаць наноў пра тое, што ёсць веда такая, то бок змяніць пэўныя падыходы да эпістемалогіі. А вось што з гэтым рабіць? Я думаю, што гэта працягвае існаванне сваё. Ну, не ведаю, так, як там, не ведаю, ветряны млын, да, у час, калі існуюць электрычныя кофемолкі. Это суіснуе, як розныя тэхнічныя прылады, это ўжо існуе як культура. Культура ці тэхніка. І тут няма ўжо спрэчак. І паколькі спецыялізацыя адносна тых кропак зацікаўленасці навукоўцаў дасягнула такога стану, калі люди, працуючи в одной і той дисциплине, уже не разумеюць, пра што гавораць іншыя, то і не трэба гэтага чапаць. Можа быць толькі метадалогія навукі, да? Ці навука вучення, як Фіхта там казаў. Яна яшчэ можа там працягваць існаванне ў якасці мыслення. Але ж, ну навошта мысленне прарабу, ці аграному і так далее. У ёсць праца, у яго ёсць нормы, метадычкі па гэтай працы там і так далее. Ён робіць сваю працу. Таксама і навукоўцы. Сёння робяць сваю працу і хай сабе робяць, давайте не будем іх чапляць. А нас цікавіць у гэтай сітуацыі новай адукацыя. Новая ситуация, новая ситуация веды. У тым ліку. І веды таксама, да? І в этой ситуации адукацыі, новой ситуации адукацыі, у нас чаго бракуе? Вось чаму абавязак, да? Абавязак. У нас бракуе зместу адукацыі. Нема. У нас нема працэдураў дасягнення кансенсусу адносна таго, а якая веда вартая, а якая не вартая. Мы уже ведаем, что истина адносна, там это самое, подходы розные там и так далее. Але ж
А чому вчити тоді дівчонка, там, не веду, студенти і так далі? Ми його приходимо і кажемо, видиш, я ведаю ось гэта, я тобі про це можу розповісти. Але ж гэта така лухта, ніхто не ведає, ці правда гэта, ці неправда. Хочеш мене слухати, слухай, не хочеш, не слухай. А тоді, а як це саме діяльність? Ось розмову потрендити, так можна. А діяльність едукаційну побудувати на таких підходах немагчимо. Тому студенти не вчаться. Тому вони приходять і кажуть, ну, блін, я з вами можу поговорити на цю тему, да? Але ж я не вивчив того, бо тое, що ви мені раїли вивчити, воно не варте того, щоб це вчити, бо я читав інші книжки. І ви самі казали, що це ж не це саме, так далі. Консенсусу, що варте, що не варте, нема. І тоді, поки нема, і ще ми не ведаємо, що таке веда. В этом сенсе. Бо тоді природа веди, в такой ситуации меняется, и треба новая версия веды. И тоді отсюль вот з гэтых іде задача ці обов'язок да філософії. А хто повинен про гэта подумать? А хто повинен дать хоть некие заходы на гэтай речі? Каб вось тыя, хто заклопочены адсутнасцю ці пытаннями вось про гэта, да, мае на увазі побудовать адукацію, ну, той самый летучий університет. Тобто нам це потрібно. І тоді нам потрібно транслювати, ці там рисувати запит філософський. Да, кого? Ну, да тих, хто лічить себе філософом. Да? Причем, мы кажем, як тільки ви, собаки, філософ, почнете нам розповідати, що казав Аристотель, чи там Дон Скотт, ідіть в задницю. Да? Бо нам треба ведати, що таке веда сьогодні у гэтай ситуації, а не тоді, коли Аристотель створав свой ліцей. Вот про что я кажу. Все понятно. Спасибо. Ну да. Я не знаю, ты ответ на свой вопрос. Валентин, у нас тут есть шарга, і ці гэта вось до гэтага трэба прямо зараз і не адкладаць. Я бы просто на Москве еще побуду. Я забыл, Мацкевич забыл. Что? Нет, коли Андрей, конечно, Андрей спочатку. Нет, а вот я веду отказы. Чому я спочатку не зрозумів Москвич, тому що в іпостасі і образі культурного політика, да, у якого є усі ці відкази, в принципі, Ну, усе. У гэтай іпостасі, у якой є усі відкази, да, коли він у гэтым образі, да, у выглядзе там чалавека, які займаецца там сёння там праектаваннем зместу адукацыі ў летучым універсітэце, у яго шмат праблемаў і пытанняў там да філасофіі, разважанняў пра сучасную сітуацыю і так далей. Вы перамяшаючыся па гэтых пазіцыях, ён такі вядзе дыялог сам з сабой. Ну да. Я не пазнаў спачатку, прабачце, сітуацыю. Олег, справа ў тым, што летучий універсітэт і практика летучего універсітэта праблематызуе шмат з таго, што я ведаю. После этого спича я не знаю. У меня был вопрос уточняющий относительно того, чем вообще должен заниматься философ. Я вот сейчас... Отвечать на вопросы Мацкевича. Да. Точно. Причем вместе со мной и так, чтобы... Да. Вот когда он будет поставить. Я почему... у меня был вопрос такой, почему там прозвучало в докладе, что значит, учебное и научное знания связываются, в смысле приводятся в соответствие посредством... Во-первых, научное содержание, учебное содержание – это разное. Да? Во-вторых, одно выводится из другого. Да? И в-третьих, оно выводится не с редукцией, упрощением, как бы, да? А так, чтобы возможно было через учебное содержание вернуться к научному содержанию. И приведение в соответствие учебного и научного содержания – это то, чем, в общем, то, что относится к дидактике. Да, это практическая такая... Я давно слышал, что вот философы вроде как этим мы должны заняться. Нет. А я говорю следующее, что чтобы дидактическая деятельность стала возможной, да, нужно решить ряд философских проблем, которые не решены
а в общем даже и не поставлены как следует. Без этого деятельность дидактика оказывается невозможной. Это как примерно у Архимеда, да? Он был готов перевернуть мир, но только точки опоры как бы у него не было, да? Так и здесь. Дидакты, например, говорят, мы хотим быть дидактами. Мы можем построить, ну, например, летучий университет. Ну давайте. Они говорят, нет, мы приступим к этому только тогда, когда получим от философов вот ответы на такие наши вопросы. Вот тогда мы можем приступать. Я не очень понимаю, что имеется в виду, ну ладно. Ну, я, например, мне кажется, что это, собственно, философская задача не является. Что не является? То есть это скорее методология. Ответ на то, что такое знание, да. И, соответственно, новая эпистемология. Я не А что представляю. значит новая эпистемология? Эпистемологии много вообще. Много-то много. Это примерно так же, как схоластик. Много, да? Томизм, скотизм, между которыми невозможна коммуникация. Да? Но они как это? Они исчерпываются. В философии в этом виде они исчерпываются, доводятся до какого-то конца, и на этом происходит исчерпание. К нему теряется интерес, кроме как дальше рассказывать про это, да? Как философоведы. Да? Вот. В науке другая ситуация была, там консенсус был возможен между разными взглядами там, и так далее. Да? Сейчас, когда мы имеем кучу разных представлений про знание, и они философские. Философские в том смысле, что они вот в таком режиме существуют. Задача же состоит в том, что они нужны не сами по себе, как наиболее утонченные, рафинированные, там, хрен знает как бы, да? Те, которые могут быть положены в основу организации деятельности определенной. И деятельности дидактов, да? Результатом которой становится, например, содержание образования университетского. Что есть содержание высшего образования сегодня? Или университетского образования, да? Но это точно не это самое. А? Это так и есть прагматизм. Нет, Дьюи построил свой университет. А что, университет Дьюи не в кризисе находится? Это как Дьюи вопрос. Вообще в кризисе, а Дьюи не в Да. кризисе, не может. У Гумбольдта был свой ответ, у Дьюи был свой ответ, там и так далее, да? Но все университеты, которые создавались к концу 20 века, Беллефельд, Роскильде, там, не знаю, Шаненко, там, еще что-нибудь, да? Они, в общем-то, этих оснований не имели, они все в поисковом режиме. Там дидакты работают без руля и без витрин. Кстати, Шаненко. Они не добивались ситуации нового консенсуса. Тоже Дьюи, в общем-то, не шел по пути того, чтобы выработать такую новую эпистемологию или онтологию, которая позволила соединить все там многообразие, или выбрать что-то там лучшее из всего многообразия и объявить это истиной. Он пошел по другому пути. Сейчас. У Дьюи был старший товарищ. Даже два. Чарльз Пирс однозначно, как бы, когда порождал прагматизм, что такое прагматизм? В общем, это подходность науки. Да? И он тогда говорил, истинность определяется как польза. Это был очень жесткий и очень категоричный тезис. Причем новизна этого тезиса может быть понятна только в сравнении с утилитаризмом Бентама или, например, с философией здравого смысла шотландцев и там Томаса Рида, скажем, да? Потому что банальная, казалось бы, банальная вещь. После Гегеля, неокантианцев, да, определять истину как пользу, настолько глупо, что на это способны только бездарные американцы. Да? Но Дьюи на этом построил метод проектов, новую дидактику, заложил основание новой школы и нового университета. Поэтому важно не то, прав или не прав Чарльз Пирс, определяя истину как полезность, а в употребимости такого концепта. Сегодня мы не можем пойти по такому пути. Через пользу? А? Через пользу или... Руководствоваться вот этим идиотским, да, не выдерживающим никакой критики, прагматическим тезисом.
Но схема остается верной. А схема есть такая. И есть школы, которые на этом построены. Подожди, схема как бы поведения самого Дьюи в этом месте остается верной. Ну, конечно, как все в культуре, да. Я ж не говорю, что Аристотеля надо забыть. Хотя, Пирса Дьюи забыть стоило на время. Просто из культуры этого не выкинешь никуда. Потом можно Это сейчас, а потом следующая очередь. Да, ну вот в чем. На те вопросы, которые вы здесь ставили, мне кажется, я сейчас вижу целый поток очень попсовых очень текстов, ну и около попсовых, скажем так, там популярные взгляды прикладываются для широкой публики. Там версия ответа говорит следующее, что мы должны учить не только чему-то, а учить как учиться, учить как ориентироваться на потоках информации, учить как... Это очень такие очень просто оформленные ответы, но мне интересует в данном случае ваше мнение по поводу того, это может быть квалифицировано как некий запрос снизу философом, либо это наоборот следствие переработки уже таких очень людей, либо это то, из чего может вырасти какая-то новая модель. Знаешь, Виолетта, поскольку я, Владимир Маскевич, нахожусь, я могу ошибаться, могу там, не знаю, нафантазировать совершенно, да, или могу быть шизофреником со своим бредом, но я нахожусь вот в этой ситуации. В этой ситуации, которая характеризуется тем, что у нас нету критериев отбора истинного знания от неистинного. Да? Даже не просто истинного от неистинного, а критериев предпочтения одного знания другому. В отсутствии механизмов достижения консенсуса по поводу того знания, которое мы предпочли. Да? И удержание этого предпочтенного нами знания хотя бы на какой-то период времени, который соответствует деятельностному такту, да? Технологическому циклу. Например, построение университета, который существовал бы хотя бы 3 поколения. Да? Вот для таких масштабов времени у нас нет ни знания, ни критериев предпочтения одного знания другому, ни способов достижения консенсуса в некотором сообществе, который может стать коллективным субъектом построения университета длиной в 3 поколения на основе достигнутого консенсуса. Вот этого всего нет. Тогда на что я могу опираться? И тут я становлюсь абсолютным объективным идеалистом. Я могу опираться на свой личный опыт. Я начинал заниматься образованием с первых же шагов появления так называемой педагогики сотрудничества и вот всех тех реформаторских поползновений, которые были в Советском Союзе. Я наблюдал эти вещи. Наблюдая, я являюсь как-то свидетелем, да, носителем некого свидетельского знания, опыта, то есть я бачу на власные очи. И вот что я по этому поводу как свидетельствую. Да? Никакого запроса снизу нет. Эти люди, которые заявляют, декларируют, что они учат не знания, а учат учиться. Да? Как только копнешь, спросишь, а вы сами умеете учиться? Как можно научить другого, да, тому, чего не умеешь сам? Выясняется, что учителя учиться не умеют. Те, которые чуть-чуть лучше умеют, чем другие, совсем чайники, портят учеников тем, что они научают учеников исключительно учиться. И те никогда не преодолевают инфантильность, а учатся всю жизнь. Причем учатся всю жизнь не в том смысле, образование через всю жизнь, да? Они просто ничего другого делать не умеют. Поэтому они идут получать второе высшее образование. Получив второе высшее образование, они уже догадываются о бессмысленности получения третьего высшего образования и идут учить английский язык, если они учили испанский там да, или там польский надо еще вообще, литовский хорошо бы, мы ж балты, да. И они начинают учить как всякую херню. Потом они начинают учиться программированию. Ну как же это самое? Человек с 2 высшими образованиями, знанием 3 языков, да, не умеет программировать. Ну и вот так вот и никогда ничего не делают. С ориентированием информации то же самое, даже мне кажется, что существуют люди, которые изобретают поисковые системы.
Ну, то есть, смотрите, есть же проблема в том, что у нас сейчас настолько большое там, поле, в котором можно ориентироваться не только информационным, можно смотреть знанием и так далее. Да. И тогда мы можем найти людей, которые... Ну, это уже не из личного опыта. Я лично не знаком с этим человеком. Его звали Розенталь. Это был сумасшедший дядя Чарльза Дарвина, который подавал пример своему племяннику, но племянник не пошел. Так вот, Розенталь играл на флейте перед тюльпаном. Затем, чтобы понаблюдать, а что произойдет с тюльпанами, если перед ними играть вот эту музыку на флейте или другую и так далее. Да? Это как внешне чем-то напоминает метод естествоиспытателя. Но страшно глупое занятие. Да? Изобретать вот такие способы что-нибудь делать, ну а поиграем на флейте перед тюльпаном. Посмотрим, что получится. Мне кажется, было очень интересно. Я вижу, это философия, там строить поисковую машину познания. Такой Google такой вот всего. Вот, кстати, вот Михаил Боярин, да? Почему я сразу запал на то, что он делает? Он делает глупости с моей точки зрения. Как бы, да? Нет. Ну, как поэт. Во-первых, это красиво. Да? А во-вторых, по-моему, в этом есть что-то от угадывания магистрального направления. Правильного направления. И в этом смысле, вот я бы сейчас занялся как минимум. Или попросил бы тебя этим лучше заняться, чем самому заниматься. Да? Заняться анализом лингвистического позитивизма. Да? Или всего того поворота в философии, которая занималась языком, языковыми играми и так далее. Да? Потому что для того, чтобы каким-то образом наладить мостики между миром сознания, объективным миром и миром знания вот этого культурного, как бы, да, у нас есть средства. Или там есть такая область, как язык, которая пронизывает или как присутствует, да, как посол одного мира в другом во всех трех мирах. И не понимая или недоразобравшись с языком, мы не сможем, опять же, даже поставить нормально целый ряд тех проблем, про которые я пытаюсь сегодня говорить. И думаю, что тут не только линия Wittgensteina важна, да, но и линия хайдеггеровская с его вот этими самыми поэтическими экскурсами там, и так далее. Да. И вот Боярин, как мне кажется, да, вот бьет в эту точку. Не знаю, поможет ли в этом смысле, там, скажем, санскрит как профессиональная некая дисциплина, которая к этому была отправной точкой там, для Михаила, да? Или, не знаю, в общем, как бы надо двигаться туда. Так, кто еще не получил задание? Павел, сначала потом Михаил. Оксана, я к Оксане ще хотів. Тому що я просто трошки розмовився з ним, а сказати мені не дали. Павел, Михаил, потом Владимир. Добро? У меня просто есть небольшая реплика, которая в контексте того, что говорится. Ну хорошо, мы когда говорим о том, что в образовании принято разделять результат научной деятельности и, собственно, сам образовательный, дидактический элемент, содержание, которое... Ну не результаты только, Павел, а саму деятельность научную. Хорошо. Ну, то есть перевод ее в консенсусную форму, да? Я бы это немножко проблематизировал, потому что подобного рода практика, она вообще хорошо работает в школьном образовании. Ну, то, что там делал Каменский. Вот это в школьном образовании действительно там стараются не допустить ничего особо нового, чтобы не навредить, что говорят. А дают только старое, проверенное. В университетском же образовании с самого начала идет тенденция к тому, что преподаватель, он же одновременно и ученый, поэтому с кафедры вообще-то имеет возможность транслировать свои знания.
Ну что, собственно, чем злоупотреблял Гегель, допустим, когда, в общем-то, наплевав... Гегель не был ученым. Ну, Гегель был философом, но тем не менее, да. Но если брать и не только примеры философии, там, в общем-то, многие достаточно крупные ученые пользуются университетской кафедрой для того, чтобы, в общем-то, свою теорию убедительным тоном проговаривать. Согласен с тобой. Вот. И в этом смысле для них вообще не вставал этот вопрос, вот как бы нам перейти от моего там, научного сейчас исследования к образовательной там части. То есть я считаю это вот правильным сейчас так говорить, так думать, да? И я вот это поэтому говорю своим студентам. Остальное можете забыть там, да, это сейчас как бы не можно. И вот в контексте этого у меня возникает такое сомнение, что можно найти сейчас какие-то признанные формы консенсуса по поводу знаний, которые бы вот позволили вычленить и сказать, вот, не знаю, в современной физике правильно теория струн. Вот она должна там преподаваться как знание, а вот все остальное, оно, наверное, как-то менее правильно. Поэтому вот мы будем учить этому, а вот не учить тому. Учитывая, что вот этот вот парадигмальный, да, куновский какой упомянули тогда, способ невозможности, да, соизмерения теории в науке, невозможности того, чтобы выбрать лучшее или худшее, сейчас мы имеем, то фактически в вопросе содержания образования, как мне кажется, большее значение имеют другие совершенно факторы. Факторы эстетические. Во-первых, потому что это красиво. Да? И методология науки это уже признают как фактор. Выбираем между научными теориями, какая из них красивее сформулирована. Ну да, получается, что консенсус о красоте установить проще бывает, чем консенсус об истине высказывания. Или же это может быть фактор личной харизмы или убежденности. Когда, соответственно, ученые переходить, я к мысли иду, да? То есть я к тому, что вот, у меня сомнение в том, что современный философ должен пойти и выдумать такую новую эпистемологию, которая всем прояснит, что такое знание, и все поймут наконец. Мы ошибались, и вот знание является это, а это знание не является. Вот смотри, ты начал с рассказа про то, что было справедливо в прошлые времена. Когда ученые, я философов сейчас не беру, философы могут и по-прежнему так делать. И это правильно. А ученые еще существовали в университете. Я почему специально оговаривал с когнитариатом там, и так далее, с отчуждением людей, которые заняты производством научных знаний сегодня от метода и науки, от понимания того, что они делают. Более того, сегодня, начиная, между прочим, с революции физики, чего Кун не заметил, ну просто это ему несущественно было на тот момент, да, что люди, носители новой парадигмы, которые работали на гребне физики и делали, собственно, открытия в новой парадигме, квантовой механики, теории относительности и так далее, они не преподавали в вузах. Категорически. То есть их показывали в лучших университетах, их коллекционировали и показывали студентам. Но преподавать они не преподавали. В советской науке того же времени произошло очень странное и страшное разделение на работу настоящих ученых в НИИ, да, вот в системе Академии наук, да, и работу симулянтов в науке, которыми являлись преподаватели университета. Университеты могли бы заниматься симуляцией, если бы они проверяли и участвовали в достижении консенсуса. Ведь одним из механизмов, я не расписывал, да, но одним из механизмов достижения консенсуса в науке является принцип повторяемости эксперимента. Если эксперимент не повторим, дискуссия длится, консенсуса нет, да. Естественно, конечно. Если мы можем повторить эксперимент, да, раз, два,
не случайно, тогда мы говорим, хватит уже дискутировать. Вот консенсус и достигнут. Это старая экспериментальная наука. А современная теоретическая физика, она в таких областях, где там эксперимент вообще невозможен. Потому что у нас нет ни способов его прочесть. Я про это и говорю. Что как только университетская наука потеряла этот механизм достижения консенсуса, то в университетах перестали вообще преподавать ученых. Поэтому твой рассказ про то, что ученый приходит и у него нет проблем, как бы чего преподавать, он знает, чего нужно как бы преподавать, это не для современной ситуации. Хуже того, мой учитель Щедровицкий, все-таки как бы начинал учиться как физик. Он с 4-го курса физфака ушел, и у него был один из любимых примеров. Знаете, университетское образование не предполагает учебников, не предполагало учебников до поры до времени, пока были живые профессора, носители знания и работающие как практикующие ученые в своей науке. Пытались, да, конспекты лекций. Если конспекты лекций потом иногда превращались в монографии, это были монографии. Как это с Брентано было, например, который сам не писал книг. Я повторю ваши движек мысли. Да. Так вот, существует прецедент. Между прочим, с ним можете познакомиться. В 40-х годах для высшего образования стали делать учебники. И Ландау, знаменитый советский физик, считался реальными физиками, могильщиком, да, гробовщиком преподавания физики в советских вузах, благодаря 12-томному учебнику, который он наконстролябил, да, и который отучал студентов мыслить так, как мыслят современные физики. При всем при том, что он руководствовался очень благородной идеей. Ландау был одним из немногих физиков, которые признавались как ученые физики и как профессора университета. И вот как бы те профессора, которые попытались в эпоху постреволюционную как бы физики, да, преподавать и учить студентов, оказались перед этим вызовом. И не найдя ответа, потому что у них не было ответа на это, они пошли по пути создания учебников. А как только создаются учебники, это значит, что не просто преподается вчерашний день, но вчерашний день консервируется. И консервируется не как достигнутый консенсус на переднем крае науки, а как барахло из там уже отвергнутой парадигмы. Поэтому все вузы сегодня учат не тому, чем занимается реальная наука или там еще чему-нибудь, а учат в начале, в первой половине 20 века они учили вчерашнему знанию. Дальше, в 60-х годах они учили уже позавчерашнему знанию, в 70-х позавчерашнему. Ну а сегодня они учат допотопными. Неприходящие мысли. Так, коллеги, времени у нас катастрофически мало, и я сейчас буду ограничивать не столько время на реплики и вопросы, сколько время на ответ. Поэтому, да, на реплику время, а на ответ максимум 2. Михаил. У меня здесь ви кажете, що консенсус уже не працює, да? Не спрацовує, це принцип. Но консенсус это же абсолютно докладно, мы ведаем, что это такое, да, и он не может быть и таким, и таким, и он такие, які есть. Про что вы кажете, это не консенсус, это нечто інше. То, что я кажу? То, про что вы кажете, я с водолазки консенсуса не могу знайти. То, что вы называете консенсусом, який треба шукати, написали ЗД, ПДК. Разговорка йде не про консенсус, а про некую іншу форму домовлення. Да? Чому? Ні, я кажу про той консенсус, на який отказав «да». Так. Вы сказали так, на питание консенсуса больше немає. Вы сказали так. Это сёння нема. Да. А консенсус достався, консенсус як консенсус. Ідеал. До його треба вести. Ось коли там 20 год, да, наука спрачалася про то, чи існують гени, чи ні. Да? Генетика. По-моєму, знову Мацкевич. Після того, як Крик з Уотсоном
свою эту спираль, описали структуру. Кончили спрачаться про это. Да? І був досягнутий консенсус. Потім, на наступний день, після досягнення консенсусу, стало відомо, що молекула ДНК не зовсім така пригожа, як намалювали Уотсон і Крік, але ж консенсус був досягнутий, і далі вже дробязі, удовлетнення там і так далі. Так само, як з планетарною моделлю атома Бора. Мне кажется, что в таких дисциплинах консенсус уже не может быть достигнут, потому что стратили механизм, да. Ось тоді добре. Тоді, як я зрозумів з цієї розмови, що проблема не в механізмі, а проблема в тим, що нема не механізму консенсусу, механізму домовлення. Это домовление новое, и оно уже не может быть консенсусом. Потому что это будет основать Для меня это одно и то же. То вы консенсусом називається любую домову, яка навіть має на увазі існування 3-4 відказів. Може бути так, а може бути і так. Ну, да. Причем это самое, механізми ж вони різні. Да? Ось, наприклад, суд у певних питаннях власності, майомості, злочинства, відказності і так далі, механізмом досягнення консенсусу з'являється суд. Але ж консенсус досягається, але ж це не говорить про те, що суд завсюди ніколи не помиляється. Ну да, ніколи не помиляється. Але ж консенсус є консенсус. Тому досягнули консенсусу на електричний стул і все. Ні, ну тоді все ж таки, от тут я посперечаюся. Чи це консенсус? Консенсус це те, з чим всі згодні. Всі боки зацікавлені, це консенсус. Але один бок не зацікавлений, а... Все боки приймають цей отказ, а приймати не можуть по закону. Не приймають. Що ж не приймають? Він же йде. Хай собі під примусом, але йде. Тоді інквізиція. Інквізиція так само був один з механізмів досягнення консенсусу поміж домініканцями і францисканцями. Дякую. Я сподіваюся, що у нас буде шанс вернутися до этого, коли треба, ці у клубі, ці у наступних дискусіях. Господар Валентин, і це буде опошній етап. Коротко, то не умею. По-перше, вот, да. Значит, обовязок и что там, это самое, философия. Я думаю, это по значению уже немахчима эта роль. Я неприємно так високо її ставиш. Речь у чим? Філософія, справді, виконувала ту роль, про яку Владимир казав. Да? То есть, задача философии была сбирать мир, свет у целое, а значит, и с этого целое рекомендовался веда, адукативные и все остальные. Да? А вот, и тому значение философии, вот, Марсель, по-моему, в 5 столетии римский человек, який придумал 5 вызвольных наук, и она абсолютно доминовала во всем адукационном процессе. Ну, я не скажу, что она доминовала и там у античных, это самое. Но это были эпохи, когда человек имкнулся до целостности света. Ну вот, залез. Потребен был целый один свет. И властно, кажется, вот наша любимая дисциплина философия выполняла эту задачу. Знайти целостность, знайти истину. И тому великие, значит, философские системы, их было 3, значит, Аристотель, яка Томаш, и скончилась с Гегелем, яку тут часто сегодня згадывают. Чему скончилось Гегелем, чему великая философская система больше не з'являлася? А тому, почекай, а вот помолчи. А вот тому, что свет, стало ясно, что свет не может быть целостным. Тогда разом с этим разумеем, что свет приходит в ситуацию, ну, как шматполярный, да, свет политики, да, але и свет идей и истин, нема одной истины, больше зато тоталитарность одной истины, это, значит, спадщина, скажем так, про продок фашизма, всяких продок и все остальное. А вот, але и в реальности, скажем, свет стал строкатым, полисистемным и так далее, непрометарным.
І тоді філософія. І що ён ніколи знову не буде цілісним. Мара человечества так и застанется незреализованным. И вот философия, яка всю свою сутвою скерована была простичоді на то, как знайти эту целостность, как есть продуктовательно-адукаційные системы, на світогляд, и все, а она больше ничего не умеет по великому рахунку. То есть философия рассыпалась на різні кавалочки, шматки, гетак, як і всі, як науки розсипалися, як вся гуманістика розсипалася. І бодай, коли чому зараз треба вчити, ці, скажімо, чого досягати, консенсус сотрудники в одному сенсі. Все погодятся, что некий консенсус немагчимый априори по значению. Все остальные пошуки консенсуса это вертание туды, у ту счастливую пору, коли человечество думало, что он магчимый. Вот, а уже як на практике, я это самое хоть 18 год уже в Карелии, вот, я абсолютно не являюсь. Я думаю, в сенсе эдукации у нас самые провальные, ну, скажем так, стагодицы, что. Потому что уся попередня, вот вучим, як знайти консенсус, як вчить правильному. А зараз розумію, що правильно, нічто неправильно. Принаймні, усе ніде виглядає неправильно. А вчити треба, тому що... Слухайте, а чому вчити обов'язково правильному? Просто в свете все правильно, учи, что хочешь. А головное учи. А это самое. Без учебы не молчим, ну человек не молчим, да? Все правильно, алхимии, значит, я не знаю, ну, всему самому абсурдному. Вы разумеете, как мне уявляется, в основе человека есть потреба быть наученным, да? А чему наученному? Это не надо, я разумею, что трошки парадоксально, але тільки так здається. Навчені, слухайте, алхімії, да, він же не дурніший, пробачте, за Мацкевича, коли він такий талановитий. А хоч Мацкевич вчив що там? Вот. І тоді чому, значить, алхімії дрянна, а чому вчили Мацкевича добре? А вот, я хочу сказать, что главное учить и научить хоть чему. Как человек был научен. А уже чему? Так вот, одна из помылок, что есть правильная наука. Вот якую принесли нам ранейшие стагодия, это точно есть правильная, что чему учить, и есть неправильная. А дякувати Богу. По-перше, это ни до чего не привело доброго, а вот, по-другое, зараз зрозуміло, что вот мы разгубились. Оказывается, все не так просто. Так вот радикальная моя теза – учить. А чему? Ну, математике, конечно, всегда надо учиться. Ну, арифметику. Математике, ну, прикладно так. Если вы будете философствовать так, как Акудович, то будете такими, как Акудович. Хуже. Вас не будет. Понятно. Спасибо всем Все можно не участникам. Ну, если очень короткую, да. Ну, я просто на трошки такі конструктивістський ход, коли вже справді вот гэты питання там задаюсь хоть нечто, да, і від них нечто залежить, то чому не дати усі відкази і не наконструювати усе, що там можна з них отримати, всі ці моделі, там, віртуалізувати, це як віртуальні машини, там, едукація, да, і просто по моделях этих поглядеть, а що ввогуле можливо там, а покольки едукація утворяє чоловіка, да, а яких людей вони всі там наутворають, да? Не маленький такой глобальный эксперимент. Не дать все отказа одразу, да, мовчимо на все эти питання, так вот, да, и вот як Акудович каже, немовчимо там один знайти, а давайте знайдемо усі одразу, да, вот повний спектр, и так сказать, займемся вот моделированием. А тоже не решать, какой результат интереснее. Какой выживет, такой интересный. Нет, ну вот сейчас в Беларуси, как минимум, да, поскольку в официозе там все уже умерло, да, там просто как люди настолько частичные, да, что они даже
близких вопросов не ставят. Но в неформальной сфере у нас есть коллегиум. Где учат чему-нибудь. Да. Здесь у меня абсолютно не могу. Есть летучий университет, где говорят, коллегиум это какая-то полная фигня, где учат неизвестно чему, неизвестно зачем, неизвестно кого. Да? Мы постараемся хоть какой-нибудь вот из этой строкатой там, этой самой всей эквилибристики, хоть нечто такое асенсованное, да, маршрут там пометить. Есть еще и клаб, які так само приймає такую там некую попытку, да, спробу. Хоть я не ведаю, просто у нас контактов нема, да, тому ніякого консенсусу. Да, тому невідомо, що я народ. Можно лучше говорить. Ну, да, уже просто сами еще интервономаты, сами не да. Но можно было бы просто, да как это, аналитически к этому отнестись. Не конструктивистски, а аналитически. А посмотреть, какие там за этим всем основания. Да? Вот за коллегиум стоит в качестве основания релятивизм и негативизм метафизики Акудовича. Да? Ну, это только одно отделение. Одна інших, одна інакше. Отделение негативного.